Udah gak curah. Cici. Alvatom karatemitçilere kuduk kının kehilen, şeges kının semselen, kulun kının Evet. Berapa? Ah, bayan itu. Bayan itu. Здравствуйте. Bayan itu. Ah. Ah. Привет. Раз. Раз, да. Ya kahapta. Ya kahapta. O zaman hasret unuttum ben.
Sepedim ya, onu uydu dedim ya. Ha, cepet. Yürüyün yere. İbrahim yürü. Kaç kere bir şey yok ki var. Çakara bir şey. Al kız baba. Aldık babalar yediler. Ama işe ne geldi? Geldi. Моисеевна, привет. Грязов лешкаған өте болды, реально жүріп көріп. Aldık baba çiftler attı. Gel. Ay hal, ayılladım. Ayılladım namazda. Ağışıyla sağlak, atalarda memenlerde. Ay güçsüzlük, an yedim. Güçsüzlük. Раз, два, три. Вот, на шуге, где был? Где келди? Келди. Mau baca dia juga di sana. Agus kita opus kawan. Читатели и авторы журнала «Военная». Сегодня мы встречаем нашего уважаемого гостя из города Абахан, Александр Николаевич Зотов. Если коротко рассказать об Александре Николаевиче, то он родился 17 января 1949 года в селе Харинцы Алёпинского района. Окончил Иркутский госуниверситет по специальности геолог. 43 года рабочего стажа. Большой прошел путь от оператора по исследованию скважин до главного геолога Якутского управления буровых работ в поселке Кысылсыр. Сейчас с детьми и с внуками живет в Хакасии. В свободное время любит писать рассказы из своей жизни, которые некоторые уже мы прочитали на страницах журнала «Баянай». Александр Николаевич, теперь вам слово и ваше впечатление вот с приездом на малую родину. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли на встречу. Мне очень признателен. Я понимаю то, что Якутск мне подарил много друзей в вашем лице. Значит, коротко, если самому о себе, совсем маленькую преамбулу старую. Значит, мой ручеек по земле Лунхо побежал в 17 веке. Моего прапрадеда, астраханского казака Донского, был сослан на Дону Екатерина II в Якутский остров. Мой дед и моя бабушка, я знаю, жили и похоронены в Магане. Там же родилась моя мать. А потом, когда уже моя мать вышла замуж за моего отца, значит, пошли мы, естественно. Отец у меня родом с Хакасии, и в 17 лет он убежал из дома на алданские прииски, золото рыть. А потом перевелся в экспедицию, и всю жизнь мы с ним, он нас воспитывал, мы рождались, застыли, учились, и мы все время, всю жизнь мы жили по экспедициям.
Это у нас была первая Новоманинская, где я родился, экспедиция. Потом Хатырык, Русская речка, Промышленный, Кызылсыр, и все, и я уже состарился, будем так говорить. С меня литература меня увлекла, ну, давно очень. И все я, все силы и всю свою случай я черпаю из своей жизни именно на нашей земле, которую я считаю своей родиной, то же самое. В Якутию, из Якутии я выехал по состоянию здоровья, будем так говорить, и старшего сына перевели в Хакасию, он служит у меня в МВД служит. За ним потянулись мне. Мне уже здесь я уже закончил работу, и мне не хватало, стало хватать зимой, мне не хватало кислорода. Я задыхался, видать, то, что у вас мороз сильнее у нас в Якутии, кислорода мало было. Поэтому я тут бежал, там кислорода мне больше. Но там кислорода больше, а эмоций там меньше. Понимаете, я вот сейчас был на рыбалке. Я получил такой заряд эмоций, я месяц был в Кызылсыре там. Во-первых, встретился со всеми своими одноклассниками, которые еще остались. Сделал вывод для себя, что все мои одноклассники, они худые, такие проводистые, а я более-менее в комплекции. Почему так получилось? Потому что у них образ жизни совсем другой. Если я живу в пятиэтажке, смотрю с балкона, они берут лодку, берут сети, ружье, тайга, ноги их кормят. То есть сейчас я получил вообще удовольствие побывать. И нисколько не жалею. Рыбалка для меня, я сюда приехал, взял, купил в Вильнюске, съездил лицензии 4 штуки, на Хатлисе, на сеть, и на Вилю я чувствую себя защищенным. То есть у вас есть куда сходить, есть куда съездить, то, чего не хватает у нас там в Хакасии. Там более образ жизни, цивилизация, что ли, какая-то, а здесь какая-то вот вольница дикая. То есть Якутия, она просторы такие, давит все. Если в Хакасии от моего дома до ближайшего дерева я еду 50 километров, чтобы увидеть дерево, там голая степь, то здесь я вышел, у меня уже комары говорят, какого ты черта сюда пришел, давай ты выходи отсюда. Значит, сейчас по моим работам в дальнейшем, я с 16 года сотрудничаю с журналом «Война». Благодарность у меня, что меня приняли первый рассказ. И как автор я укрепился в литературном поприще. После этого я написал первую свою книгу «Тайна чудесного переката», которая была издана в издательстве «Бичи». То есть мне еще люди прибавились уверенности. И сейчас я сотрудничаю и с журналом, и пишу дома книги. У меня сейчас готово желание какое. У меня ряд журналов есть, в журнале у нас опубликовано. Хочу выпустить отдельный сборник. Потом у меня есть повесть, написана уже. Это «Лодочка моей памяти», над которой я работаю. Там она требует доработки большой. Вот эти 2 работы у меня закончены практически. И пишу, замахнулся на большую литературную работу, которая рабочее название у нее «Капкан». Почему «Капкан»? Потому что мы все приходим в этот мир со своими надеждами, с тревогами, с верой, с любовью, а наша жизнь нас подстерегает на каждом, будем говорить, шагу. Это стяжательство, это зависть, это злость, это все как приводит к этим капканам. И когда человек забывается и нарушает этические нормы, он попадает в капкан. Это просто рабочее название книги, которую я думаю, что я закончу весной, потому что у меня летом я человек активный, нет, и машину надо, и туда, и сюда смотаться. А когда начинается осень, я сажусь за стол, начинаю работать. Я думаю, что весной я закончу свой капкан. Вот такие у меня планы творческие, работа творческая. Спасибо вам большое, что пригласили меня на встречу. Вот я весь перед вами. Что, со своими
лето. Сейчас многие на сенокосе, кто-то собирает землянику где-то. Я рад, что вы пришли вот на эту нашу встречу. Так, Александром Николаевичем мы были знакомы заочно, и вот сегодня встретились с ним, как раз в доме Арче. Он является нашим постоянным автором. Вот писать — это тоже такой дар, да. Вот, например, бываем где-то на охоте, на избушке, многие рассказывают байки, истории очень хорошо. А вот когда попросишь написать про это, не все умеют это делать. Поэтому вот это писать это совсем такая, профессия, или сказать, или вот природа данный дар, да. Вот Александр Николаевич постоянно пишет в нашем журнале. Как раз в нашем журнале мы хромаем в том плане насчет рыбалки. Все наши авторы, охотники, а вот про рыбалку совсем материалов мало. И вот эту нишу восполнил Александр Николаевич своими интересными рассказами. Его рассказы очень такие интересные, и люди, читателям очень интересно все это. И вот он выпустил новую книжку. Поздравляем Александра Николаевича с этой книгой. Так, еще хочу сказать, он сейчас, вот как сам рассказывал, он сам родом с Алёкминска, наш коренной якут, Якутия. И, короче, сейчас он живет в Хакасии, Абакане. Ну там тоже Хакасия, как бы тюркоязычный народ. И так что вот его сыновья, вот он достойные ребята, работают во всех этих сферах. Так, и вот таких русскоязычных авторов у нас очень мало, по пальцам можно пересчитать. Вот Яхонтов, Иванов Анатолий, вот, Малыгин, где-то у нас вообще авторов где-то около 30-40 человек, наверное. Оттуда постоянно пишут, вот совсем мало. Вот Александра Николаевича рассказы постоянно уходят у нас в нашем журнале. И вот этот Александр Заволоцкий, этот все эти рассказы очень хорошо дизайн делает, оформляет. И вот давно он хотел выпустить книгу. Мы хотели даже через свою редакцию, но, конечно, в финансовом плане все это было как-то нам не получилось, но все равно книжку вот он издал. Мы рады за него, за эту книжку. И надеемся, что в дальнейшем тоже Александр Николаевич будет нам писать свои интересные рассказы. Будем мы тоже выпускать эти для своих читателей. Так, вот и желаем ему творческих успехов, главное здоровье, чтобы здоровье будет, все будет, я надеюсь. И ждем от него интересных рассказов и будем вместе сотрудничать, надеемся, будем еще дальше выпускать его рассказы. И вот я хочу вот на днях, вот исполнилось 25 лет Туймады Нефть, и вот наш главный редактор Макаров Иван Константинович, ему от имени редакции хочу вручить маленький вот такой подарочек, да, Александру Николаевичу. Ага. Это наш, все знаете, наш главный редактор Макар Иван Константинович, его организации вот Туймада Нефть исполнилось 25 лет, и вот здесь мы свои книжки тоже наших авторов, и я лично свою тоже маленькую вот книжку хочу подарить про собак, про охоту. И весь этот, такой хороший этот альбом про Туймада Нефть. Так, Александр Николаевич, вам поздравляю. Спасибо большое. Я постараюсь оправдать недоверие. Пока у меня держится все в руке, буду писать. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Так, если дальше будем вот слово Татьяны предоставить, кто-то может еще выступить, и будем дальше идет вечер. Спасибо. Добрый день. Александра Николаевича поздравляю еще раз на родной земле якутской. Ага. Он немножко знает, да, наверное, по-якутски? Знает? Это обычные слова. Паркен. А, это забыли.
постоянно пишет, вот еще Фирсов, да, Александр еще есть. Я работаю выпускающим редактором с марта 2021 года. Да? Я могу за это время отчитываться, да? Ага. Вот сначала я постоянно путал его с этим, с Фирсом. Фамилия-то тоже похожа, имя тоже Александр Фирсов, да? Он тоже постоянный. Про рыбалку они пишут постоянно. Вот, Фирсов и Зотов Александр Николаевич. Как сказал Юрий Петрович, наши якутские писатели постоянно об охоте, сахаты, всякие утки, да, гуси пишут. А насчет рыбалки, вот мало, да, точно. А наша слава и место вот самое. Поэтому ждем ваших рассказов, повестей дальше, да? Вы даже планируете роман, да? Роман повесть. Вот. Я подтверждаю, что его рассказы, некоторые рассказы тут годами лежат, да? Некоторые. Они постоянно, потому что тема как бы у всех одинаковая. А насчет рыбалки, поэтому редко пишут, поэтому его рассказы тут долго не держатся. Вот, например, в 2021 году Александр Николаевич, спасибо. Сегодня важный праздник. Оймахта. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
дорогие гости, свободный микрофон. Пожалуйста, ваши пожелания нашему гостю. Вот присутствует у нас автор Васильев Николай, Сотчо Кутукаев, всеми известный. Пожалуйста, ваше мнение, ваши впечатления, рассказы немножко. Здравствуйте, Александр Николаевич. Я, во-первых, очень благодарен, что подарили. Я сегодня зашел, да, и смотрю, знакомый сидит. Знакомый, постоянно читаю, я фотографии смотрю, знакомый. Я говорю: Александр, привет, говорю. Оказывается, он живет на Абакане. Я просто заочно, кажется, знаю. Что и тело я тоже. Да. И, конечно, я желаю вам здоровья, во-первых. Мы писатели, да, мы, скажем, коллеги по литературному цеху. И писатели, да, не стареем, говорят же, да, много читаете, стихи, там, песни запоминаете, и тогда у вас мозг не будет стареть, да? А мы, писатели, тоже всегда думаем головой. Руками пишем, да, ногами там дергаем, поэтому тоже не стареем. Так, да? Да, работаем, потому что мозг работает. Поэтому так пишешь. Это не просто так сделал, и вечером раз пошел, писал. Во-первых, мы почти земляки, да? Во-вторых, первое, да? Мы с самого Сахаляры. Так? Во-вторых, я на вашем родине охочусь. Так я так. Во-вторых, третьих, Александр Николаевич очень много времени работал в моем родине, малой родине, Малыкай. Маловероятно, там, Май, там, Бурили, Там ваша Словака, там, это восточно-сирийская лайка. Она оставили лайка, да? И лайка. Нет, я овчарку там. Это, да, овчарка и лайка, да? И это собака, Юрьевич, снился, да? И ваши крутые собаки были. Вот отсюда все Малыкайки и щенку брали. Так, что еще хотел сказать, да? Ну, я, конечно, поздравляю, что выпуском книги это просто так. Книжка делается очень расходно, очень так долго. Я тоже иногда книжку выпускаю. И, конечно, я Юрию Петровичу очень благодарен, потому что он у нас делал писателями. Так, да? Конечно, да, писателями. Да, заметили. Он меня сам тебя пригласил один раз по телефону. Давай, приходи, Коля, ты пишешь, гони так. Приходи, поинаем, давай сотрудничать будем. Я пришел, коллектив хороший, пишу, потом давай книжку выпускать, потом давай выпускать. И стал писателем, да, полноценным. Давай, Александр, поздравляю еще раз. Желаю вам здоровья, да, долгой жизни, да, потому что действительно, кто много пишет, да, они не стареют. Мозг работает, важно, да. Я, допустим, если дальше живу, да, я до 11 работаю там поливаю, что-то испашки делаю, барную, а потом ужинаю, потом до 3 часов ночью я пишу, И надо, знаешь, что писать надо побольше? Ни черта, мне охота тоже писать надо. Про секс надо, про любовь надо писать. Да, а я когда пишу к ими, да, про любовь, тогда они мне говорят, да, Николай, ты, наверное, вообще кабелями старше был. Я говорю так, да, я в молодости не гулял, обидно, поэтому пишу. Не, меня мама, я вот тоже по проходу пишу, да, я добыл 5 сахаты, 5 мешков, вот так, карасей, да, и так далее. А моя мама говорит, сына, говорит, ты, оказывается, мальчик, я никогда не видел, ты 5 сахатов добыл. Я никогда не видел, что ты 10 мешков карасей привез. Это мечта. Ну давай, Александр. Давай еще раз. Тут представитель библиотеки «Мир приключений», может, слово скажете, да, Александр Николаевич? Нет? Ну тогда